Обращение к работникам министерств, государственных комитетов и ведомств Туркменистана. Дорогие соотечественники, уважаемые сотрудники государственных учреждений Туркменистана. Перед нашим народом открывается новая эпоха. Эпоха свободы, справедливости, профессионального государственного управления. Мы вступаем в период глубоких преобразований, где ключевым принципом станет служение народу, а не власти. Мы в ближайшее время должны будем построить новую экономическую модель Туркменистана. Мы должны перейти к открытой, конкурентной, инновационной экономике, основанной на принципах, доказавших эффективность в Европе, Америке, Южной Корее и Сингапуре. Уже достигнуты предварительные договоренности с европейскими странами о привлечении инвестиций в экономику Туркменистана на сумму 80 миллиардов долларов США. Совместно с ведущими европейскими и азиатскими компаниями будут построены энергоемкие и наукоемкие производства от нефтехимии и переработки газа до машиностроения, цифровых технологий и возобновляемой энергетики. Особое внимание будет уделено сельскому хозяйству и переработке продуктов питания, где будут применяться новейшие технологии Европейского Союза для повышения урожайности, рационального использования воды и сохранения почв. Это создаст десятки тысяч рабочих мест. Безработица исчезнет, а средняя зарплата вырастет до 850 долларов США и выше. Тысячи наших граждан, уехавших за границу, смогут вернуться на родину и работать на благо своей страны. Социальная политика и демографическое развитие. Европейский опыт показывает, что процветание государства начинается с заботы о человеке. Беременные женщины будут получать единовременное пособие в размере 300 долларов США. Пособия по уходу за детьми и поддержка молодых семей будут существенно увеличены. Государство будет инвестировать в развитие здравоохранения, дошкольного образования и жилья. Эти меры позволят обеспечить рост рождаемости, укрепление семей и создаст уверенность в завтрашнем дне. Государственная служба нового типа. Мы построим новую модель государственного управления, основанную на европейских стандартах открытости, ответственности и профессионализма. Будет создан Институт государственной службы Туркменистана, разработанный по образцу французской ЕНА, École Nationale d'Administration, Германской федеральной академии управления и Европейской школы государственного администрирования. Здесь будущие чиновники будут обучаться современным методам управления, цифровым технологиям, экономическому анализу, лидерству и этике служению обществу. Будет введена прозрачная система отбора и переподготовки кадров на конкурсной основе, без протекций и личных связей. Каждый чиновник сможет проходить стажировки и повышение квалификации за рубежом. Заработная плата госслужащих будет составлять от 80-50 долларов США до 3500 долларов. Для чиновников высших постов до 15 тысяч долларов США. Пенсия будет составлять не менее 550 долларов США. Вы больше не будете вынуждены брать взятки, искать дополнительные доходы или унижать людей поборами. Государство обеспечит вам достойный уровень жизни, при котором можно жить честно, с уважением и гордостью. Вам больше не придется выезжать в Турцию на заработки. Вы сможете поехать туда в отпуск, как уважаемые граждане, а не трудовые мигранты. Современная финансовая система Туркменистана. Проблема конвертации валюты будет устранена навсегда. Манат станет полностью конвертируемой национальной валютой. Манат будет конвертироваться круглосуточно. Днем в банках, ночью в частных обменных пунктах. Центральный банк получит четко определенную задачу – укрепить денежно-кредитную систему, удерживать стабильность маната. Будет создан стабилизационный фонд Туркменистана в размере эквивалентном 100 миллиардов долларов США в золоте, валюте и в резервах. Министерство экономики будет готовить 4-летние финансово-экономические планы развития, как это делается в Норвегии и Финляндии, с постоянным мониторингом макро- и микропоказателей, прогнозом рисков и отчетности перед обществом. Медицина и образование. Медицина и образование – основа будущего процветания народа. Медицина. Заработные платы главврачей, простых врачей, акушерок, санитарок и младшего медицинского персонала будут повышены до европейских стандартов. За ночные смены и сверхурочные часы отдельная достойная оплата. Государство полностью возьмет на себя обеспечение больниц лекарствами и оборудованием. Образование.
Откроются новые государственные и частные университеты. Зарплата преподавателей должна быть не менее $850 США. Будет запрещено использование студентов и школьников в политических акциях и показательных мероприятиях. Нарушение этого принципа будет караться по всей строгости закона. Борьба с коррупцией и новая мораль власти. Мы навсегда положим конец подхалимству, очковтирательству и взяточничеству. Эти явления будут приравнены к уголовным преступлениям, как формы подрыва доверия к государству. Каждый госслужащий должен понимать, жить честно и служить народу будет выгоднее, безопаснее и почетнее, чем брать взятки. Мы создадим систему гарантированных зарплат, карьерного роста, социальной защиты и прозрачной оценки эффективности, при котором коррупция просто потеряет смысл. Историческая справедливость. Будет создана комиссия по изучению подлинной истории Туркменистана, куда войдут ученые, юристы, историки и представители культуры. Комиссия пересмотрит все архивы, как внутри страны, так и за рубежом, чтобы восстановить истинную историю туркменского народа, без лжи, мифов и фальсификаций. Все награждения и звания, выданные при авторитарной власти, будут пересмотрены и переоценены. Ответственность за прошлое. Будет создана комиссия справедливости, которая даст юридическую оценку действиям руководителей страны и их окружения за последние 34 года. Ее решения будут публичными и правовыми, а не политическими. Виновные ответят по закону, честно, без мести и без страха. Дорогие сотрудники министерств и ведомств, вы опора государства. Вы знаете систему изнутри. И только вы можете помочь изменить ее к лучшему. Мы обращаемся к вам. Встаньте на сторону народа. Не защищайте тех, кто разрушил вашу страну и унизил ваш труд. Мы предлагаем вам стать частью будущего Туркменистана. Государства, где вы будете работать по закону и получать достойную оплату вашего труда. Вас будут уважать за ваш труд, а не за лояльность начальству. Вы сможете с гордостью сказать: я служу своему народу, а не власти. Мы вместе создадим государство, где власть принадлежит народу, экономика конкурентна, служба честна, история правдивая, а будущее светло и справедливо. Нас ждут большие перемены. Поддержите туркменский народ и встаньте на сторону народа. Так вы станете тоже участниками исторических преобразований в Туркменистане. Прогнившая система авторитарной власти клана Бердымухамедовых доживает свои последние дни. Не поддерживайте уголовника Гурбангулы Бердымухамедова. Вы прекрасно знаете, что он ведет страну к разрушению и катастрофе. Гурбангулы Бердымухамедов и его родственники будут привлечены к ответственности за измену родине и своему народу. Поддержите демократическую оппозицию и свой народ. Вот уже 34 года диктаторы вас обманывают, обещают счастливую и справедливую жизнь. Мы, демократическая оппозиция Туркменистана, гарантируем вам светлое будущее и заботу о вас. Мы создадим такие условия, что вы сами будете избираться и гарантировать процветание своей семьи, своего народа и своей страны. Только с вашей помощью мы сможем построить свободный и справедливый Туркменистан. Да здравствует свободный и справедливый и сильный Туркменистан. Да здравствует народ, который поднимает свою страну из мрака в свет. Руководитель ДВТ Мурат Курбанов. Спасибо.